33 года исполнилось 17 мая Министерству иностранных дел Республики Абхазия. В торжественном заседании по случаю Дня дипломатической службы приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Телба, ветераны дипломатической службы, депутаты парламента, руководители и представители министерств и ведомств, сотрудники МИД. Открывая заседание, министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц вспомнил о том, в каких сложнейших условиях создавалось ведомство 33 года назад, и поименно назвал всех руководителей внешнеполитического ведомства, многие из которых присутствовали в зале. Разрешите сердечно поприветствовать вас, поблагодарить за ваше присутствие сегодня в этом зале на торжественном заседании, посвященном 33-й годовщине образования Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Для нас весьма почетно, что сегодня в зале находятся главы практически всех ветвей власти, премьер-министр Республики Абхазия Владимир Валерьевич Телба, спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Назарович Ашуба, представители судебной ветви власти и депутаты парламента. Кроме того, особо хочу отметить, что в зале присутствует большинство экс-министров иностранных дел Республики Абхазия 33 года назад. Это серьезный этап в развитии нашего ведомства. Создавалось оно указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Григорьевича Ардзенба, который в сложнейших условиях ведения войны принял решение о создании внешнеполитического ведомства. Можно, если переходить на язык образов, можно без преувеличения сказать, что абхазская дипломатия ковалась под огнем. Она создавалась не только в кабинетах, но и в местах очень близких к линии боевого соприкосновения. Послевоенный тяжелый период абхазская дипломатия обрастала опытом, впитывала в себя компетенции, и сегодня это полноценный институт, который отстаивает внешнеполитические интересы нашей страны. Разумеется, за этот период, который, безусловно, можно оценить как успешный, абхазская дипломатия нарастила очень серьезный удельный вес. Сегодня это институт, который способен решать сложные, амбициозные задачи в весьма непростых условиях современного турбулентного международной повестки. Говоря о сегодняшней повестке МИД, министр особо подчеркнул важность стратегического союза с Российской Федерацией. Важнейшим аспектом нашей внешнеполитической деятельности является фундаментальный стратегический союз с Российской Федерацией. Сегодня сотрудничество с нашими российскими партнерами носит глобальный и всеобъемлющий характер. Это прослеживается во всех сферах жизнедеятельности нашего государства. Полноценные 3 встречи президентов Республики Абхазия и Российской Федерации Бадры Зурабовича Гумба и президента России Владимира Владимировича Путина говорят сами о себе. Намечен очень серьезный масштабный период в нашем новом этапе взаимодействия. Министерство иностранных дел Республики Абхазия осуществляет свою деятельность также в очень тесной координации и в сотрудничестве с нашими партнерами, Министерством иностранных дел России во главе с выдающимся, не побоюсь этого слова, дипломатом современности Сергеем Викторовичем Лавровым. Мы провели уже 2 полноценные встречи за отчетный год. В 2025 году состоялась первая встреча в июне и вторая в октябре. В ходе первой встречи мы, что называется, сверили часы по самой широкой нашей двусторонней повестке и определили алгоритм нашего взаимодействия. Сегодня мы обсуждаем с нашими российскими коллегами самые животрепещущие, самые важные аспекты нашего международного взаимодействия.
Также Олег Барцыц отметил, что уже сегодня перед министерством стоят обширные задачи по дальнейшему дипломатическому признанию республики. Особые направления – Латинская Америка, Ближний Восток и даже африканский континент. Что касается Латинской Америки, это традиционно регион наших союзников, которые последовательно и твердо отстаивают свою принципиальную позицию, в том числе и по абхазской повестке. Здесь я прежде всего должен упомянуть Республику Никарагуа, сотрудничество с которой проистекает на очень приличном уровне. Это было подтверждено и в ходе последнего нашего визита в июле 2025 года в Манагуа на празднование очередной годовщины Сандинистской революции. Контакты самого высокого уровня с руководителями страны и ведомств подтверждают это. Особо отрадно, что мы наполняем это сотрудничество и новой составляющей. Это и бизнес-среда, и культурные связи. В делегации присутствовали представители абхазского бизнеса, и сегодня они ведут активные взаимодействия со своими коллегами и партнерами в Республике Никарагуа и других странах региона. На сегодняшний день состоялось уже 2 полноценных визита. Мы имеем уже приглашение посетить Дамасскую очередную 63-ю ярмарку, которая является самым серьезным экономическим событием региона, где участвуют десятки стран. Получаем приглашение посетить ее снова. Конечно, будет опять подготовлена делегация, и президент уже одобрил это решение, поэтому будем очередной раз общаться с нашими сирийскими друзьями и со странами региона, которые изъявляют и постоянно об этом сигнализируют, изъявляют желание контактировать с Республикой Абхазия. Нам есть что предложить странам региона. Активно вместе с Министерством экономики Республики Абхазия прорабатываем эту повестку. Министр экономики также участвовал в последней масштабной поездке в Сирию, имел контакты с руководителями профильных ведомств. Огромный интерес к Республике Абхазия со стороны сирийских властей и сирийского бизнеса. Это и наши логистические возможности, транзитные возможности, транспортный потенциал Республики Абхазия. Также министр выступил с инициативой о принятии закона о дипломатической службе. Думаю, это придало бы новый импульс, достаточно серьезных подвижек в развитии нашей внешнеполитической деятельности, в укреплении институтов международной дипломатии нашей страны. Мы и дальше будем продолжать активно отстаивать интересы нашей страны на международной арене, будь то женевские дискуссии, двусторонние отношения с нашими партнерами и друзьями, расширение наших политических, экономических, культурных и гуманитарных контактов по всему миру, там, где только появляется возможность для реализации интересов нашего государства. Хочу поблагодарить и поздравить с 33-летием образования МИДа наших ветеранов дипломатической службы. В зале присутствуют и заместители, экс-заместители министров иностранных дел Республики Абхазия. Большая благодарность ветеранам дипломатической службы. Хочу поблагодарить коллектив Министерства иностранных дел. Это коллектив, который в большинстве своем способен решать амбициозные, непростые задачи в условиях турбулентного, динамично меняющегося мира. Поздравительный адрес от имени президента Бадру Гунба зачитал вице-президент Беслан Бигвава. От имени президента Республики Абхазия Бадра Зурабовича Гунба, от имени всего руководства страны поздравляю вас с 33-летием со дня основания Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Внешнеполитическое ведомство было создано решением Верховного Совета под руководством Владислава Арценко в один из самых сложных периодов нашей истории, во время Отечественной войны народа Абхазии. Уже тогда руководство страны понимало, победа должна быть достигнута не только на поле боя, но и на дипломатическом направлении. С тех пор
абхазские дипломаты достойно представляют нашу страну, последовательно отстаивают ее национальные интересы и укрепляют международные связи. Особо хочу отметить ветеранов дипломатической службы, которые стояли у истоков создания Министерства иностранных дел и заложили профессиональные традиции абхазской дипломатии. Сегодня особенно отрадно видеть в рядах министерства много грамотной, талантливой и перспективной молодежи, которая достойно продолжает дело старшего поколения дипломатов, сочетая профессионализм, ответственность и преданность своей стране. На Министерстве иностранных дел лежит важнейшая государственная миссия – продвижение и расширение международного признания Республики Абхазия, укрепление авторитета нашей страны на международной арене. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, новых профессиональных успехов и дальнейших достижений во благо Республики Абхазия. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин выступил с поздравлением от имени заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Уважаемый Владимир Валерьевич, наш Набзарыч, безусловно же, Олег Мусасович, главный юбиляр сегодня. Мне выпала честь зачитать поздравительную телеграмму от лица заместителя министра иностранных дел Михаила Юрьевича Галузина, с которым у Олега Мусасовича на ближайшее самое время запланирована двусторонняя встреча. Уважаемый Олег Мусасович, от души поздравляю вас и весь коллектив Министерства иностранных дел Республики Абхазия с Днем дипломатического работника. Возглавляемое вами министерство прошло непростой путь становления и сегодня активно решает важные задачи по развитию зарубежных связей республики и поддержанию стабильности в регионе. С удовлетворением отмечаем высокие профессиональные качества сотрудников МИД Абхазии, самоотверженно служащих интересам Родины. Придаем большое значение тесной внешнеполитической координации между нашими министерствами и заграничными представительствами. Это способствует укреплению российско-абхазской дружбы и упрочению международного положения республики. Желаю вам, уважаемый Олег Мусасович, и всем абхазским дипломатам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. С уважением, Галузин. На заседании также прозвучали поздравления от имени Верховного суда Абхазии, Министерства обороны Республики. От лица ветеранов дипломатической службы выступил бывший министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы. Поздравительный адрес от ректора Абхазского государственного университета Олег Огварамия зачитала руководитель кафедры международных отношений АГУ Эсма Гургулия. Свои видеопоздравления абхазским коллегам прислали дипломаты из Южной Осетии, Приднестровья и Никарагуа. В завершении заседания по указу президента Республики Бадру-Гунба ветераны и сотрудники МИД Абхазии были удостоены звания заслуженных работников дипломатической службы.